2019 году Россия завершила свой переход на цифровое эфирное телевидение. Однако до сих пор возникают вопросы о том, что такое цифровое телевидение, зачем оно нужно и как его подключить. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС, радиотелевизионного передающего центра Чеченской Республики РТПЦ Сергей Еременко. Заслуженный работник связи Российской Федерации, почетный радист. Мы рады приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Мы с вами встречались года 2 тому назад, говорили о переходе на цифровое вещание, но вопросы остались, вопросы наши телезрители задают, на которые мы сегодня с вами постараемся ответить с вашего согласия. Договорились? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Буду рад помочь тем, кто еще не освоил цифровое телевидение, погрузиться в этот прекрасный контент. Эта рубрика у нас называется «10 важных вопросов от наших телезрителей». И мой первый вопрос, точнее, первый вопрос от наших телезрителей. Почему был нужен переход на цифровое телевещание? Везде ли отключили аналоговое телевидение? Прошу. Но это, будем так говорить, веление времени. И прогресс здесь заключается в том, что появился дефицит. Всем известное такое слово «дефицит», но в данном случае это дефицит частотного ресурса. Бурное развитие радиокоммуникационных, всяких телекоммуникационных средств, телекоммуникационного рынка, всем известные технологии 4G, LTE, 5G, уже не за горами 6G, требуют дополнительных полос частот. И, соответственно, радиочастотный ресурс не безграничен, к сожалению, и поэтому приходится высвобождать какую-то часть ресурса, перераспределять. В связи с этим в 2006 году в Женеве на конференции Международного союза электросвязи было принято решение о переходе всех стран-участниц этого союза на цифровой формат. И было поставлено такое условие, что страны, не обеспечивающие переход на цифровой формат, будут получать уже оставшийся поделенный ресурс только на вторичной основе. Поэтому выбора не было, нам надо было переходить на цифровой формат. В чем заключается преимущество цифрового формата? То есть в отличие от аналогового телевидения, которое мы с вами были до этого прекрасно знакомы, которое требует отдельной частоты для каждого эфирного канала, цифровое эфирное телевидение объединяет сразу несколько каналов и работает на одной частоте. Так называемый мультиплекс, когда объединяется несколько телеканалов. Соответственно, при переходе на цифровой формат эфирного телевизионного вещания доля высвобождаемого частотного ресурса достигает 90%. Ну, поэтому это прекрасно вы понимаете, что другого пути у нас и альтернативы не было. Что касается аналогового формата, то... Его сейчас нет нигде. Ну почему Он нет? отключен полностью, да? Нет, ну как же отключен? Он присутствует, но, к сожалению, он неуклонно, будем так говорить, сокращается. То есть если где-то год назад на территории всей Российской Федерации работало порядка 350 телевизионных передатчиков в аналоговом формате, то на сегодняшний день их работает всего 198. Причем 2 из них это у нас в Чеченской Республике. Благодаря аналоговому формату мы с вами смотрим ЧГТРК Грозный и телерадиоканал «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова. Второй вопрос. Какие каналы входят в пакет цифрового телевидения в Чеченской Республике? Ну, эти каналы определены были. Первый мультиплекс, это, значит, еще раз говорю, мультиплекс, это набор каналов, который работает на одной частоте. То есть пакет так называемый. На сегодняшний день это 20 телеканалов. 20 телеканалов и 3 радиоканала, которые разделены на 2 мультиплекса. То есть в каждом из мультиплексов по 10 телевизионных каналов, в
первом мультиплексе, значит, еще 3 радиоканала. Первый мультиплекс был определен указом президента Российской Федерации номер 715 об общероссийских, общеобязательных, общедоступных телеканалах и радиоканалах, в состав которого входят Первый канал, Россия-1 с ГТРК о войнах, с врезками ГТРК о войнах, Матч ТВ, НТВ, Петербург, Пятый канал, Россия Культура, Россия-24, Карусель, Общественное телевидение России, и там же существуют врезки ЧГТРК Грозный, ТВ-центр, а также 3 радиоканала: Вести ФМ, Маяк, Радио России с врезками ГТРК о войнах. Вот. Второй мультиплекс тоже состоит из 10 телерадиоканалов, но он был отобран уже на конкурсной основе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Проводилась она в 3 этапа: в 2012, 2013 и 2015 году. По результатам были отобраны тоже 10 каналов, которые вошли в состав второго мультиплекса. Это РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ. Таким образом, мы с вами видим, что здесь на любой вкус и на любой цвет для каждого зрителя есть индивидуальное, как говорится, с учетом Все эти каналы можно смотреть в Чеченской Республике. Да, да. Если сказать по-простому. Более того, можно сказать, что это достаточно большой процент охвата. У нас достигнут порядка 99,6% населения охвачено вот возможностью приема 20 цифровых телевизионных каналов. Хорошо, продолжаем. В чем преимущество цифрового телевидения и особенности его подключения? Вот такие вопросы. Интересуются люди, интересуются. Ну, если кто-то постарше, то он прекрасно помнит, когда было всего там 1 или 2 телевизионных канала, и когда еще более, если раннюю историю вспомнить, то это принимались первоначально там с Горогорска, соответственно, это было с помехами, с шумами, мы уж не говорим о каком-то цвете нормальном. Вот. То есть изображение на большие расстояния качественно в аналоговом формате передавать нельзя. Если же взять, сравнить с цифровым эфирным вещанием, то здесь это безупречное качество цифровой картинки, яркий, насыщенный естественный цвет и возможность прослушивания звука в стерео режиме, то есть объемное звучание. Вот. Кроме того, мы уже многие привыкли к тому, что уже используются в цифровом формате технологии гибридного широкополосного телевидения HBTV. То есть это технологии линейного телевидения и интернета, которые объединяют. Ну, для зрителей это уже для 5 телеканалов вполне естественно, когда на Первом канале, на Матч ТВ, на СТС, ТНТ и НТВ можно голосовать, можно участвовать в викторинах. То есть это вот такие передачи, как «Голос», «Кто хочет стать миллионером». На НТВ тоже программы, которые ведутся по утрам, там тоже присутствует интерактивное голосование. То есть, ну, тут налицо, будем так говорить, преимущества явные, но и многое другое, которое... Картинка ярче, звук чище. Да. Итак, почему канал ГТРК о войнах пропал после перехода? Как перейти на цифровое вещание? Вот такой вопрос. Ну, вопрос, я не знаю, этот вопрос, конечно, надо увидеть этого человека, который задает этот вопрос. Но вопрос задан. Вопрос задан. В аналоговом формате, да, ГТРК в войнах работала. Но он, наверное, хочет сказать после перехода на цифру. Да, почему пропал? На 7-м телевизионном метровом диапазоне. Но это, вы извините, мы выключили это самое 11 февраля 2019 года. То есть прошло более 5 лет, как мы работаем только в цифровом формате. До этого, конечно, параллельно работал и цифровой, и аналоговый, чтобы люди привыкали. Поэтому, ну, что можно сказать? Он не пропал. Мы просто изменили формат вещания. Поэтому этому телезрителю просто нужно
или купить цифровую приставку, или посмотреть настройки телевизора. Может, он Ну, и не вопросы знает. на эту тему у нас есть. Да, есть. может, он и не догадывается, Может что быть. замочек-то просто открывается, надо просто ключик вставить, потому что в настройках телевизоры уже выпускающиеся, которые на протяжении последних 10 как минимум, а то и 15 лет, в обязательном порядке имеют встроенный цифровой тюнер. И поэтому достаточно войти в настройки, и там в настройках телевизора указать это поиск не аналоговых каналов, а аналоговых и цифровых. И тогда Вот это к вопросу, следующему откроется. вопросу. Как выяснить, поддерживает ли ваш телевизор цифровой формат без приставки? Вот то, о чем вы говорите. Прошу. Проверить информацию, во-первых, нужно, встроен ли ваш телевизор тюнер DVB-T2 формата. Это можно в инструкции к телевизору. Если телевизор, там четко будет прописано. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, то тогда потребуется приставка. Ну а так, лучше всего вам помощник, это могу показать. Смотрите, есть у нас специальный сайт, причем круглосуточно работающий из горячей линии, где легко и просто вы можете почерпнуть любую информацию. Найти этот сайт очень легко. Кириллицей, то есть русскими буквами, вы в адресной строке набираете РТРС, то есть первая это аббревиатура Российская телевизионная и радиовещательная сеть, rtrs.rf. Как вы только в адресной строке набираете вот эти 4 буквы, то вы сразу попадаете на этот сайт. Выглядит он сайт очень легко и просто. Вот смотрите. И дальше уже мы с вами идем поддержка телезрителей. Поддержка телезрителя. Ну, на этом сайте есть все. Ну вот смотрите. Что нужно для подключения? Объясняют, рассказывают, показывают. Там, значит, в сайте есть раздел телезрителям, подраздел «Все для приема» и какое оборудование необходимо. И вот здесь вы можете просто легко увидеть. Там есть такая уже в автоматическом режиме таблица, где вы выбираете производителя, допустим, Samsung у вас телевизор, пишите Samsung. После этого открываются модели телевизора Samsung, указываете нужную вам модель, и после этого там сразу вы понимаете, есть ли у вас встроенная приставка DVB-T2 или нет. То есть... Все довольно просто. Да, все довольно просто. И он сможет смотреть в войнах. И он сможет смотреть в войнах. Но еще раз говорю, что для того, чтобы это самое, нужно в настройках, когда в настройках человек включает это поиск каналов, нужно обязательно поставить галочку «Аналоговые и цифровые каналы». Продолжаем. Следующий вопрос. Какие модели стоит рассмотреть? Какие приставки? Есть ли разница, какую модель покупать? Очень большое многообразие цифровых приставок формата DVB-T2 в продаже. Это, наверное, не одна сотня, а там может быть и свыше 500 приставок различных продается. Опять же, если мы вернемся к этому сайту RTRS.RF для телезрителя, то там есть тоже такой же помощник выбрать приставку. То есть приставки, во-первых, на всех приставках, которые поддерживают формат DVB-T, нанесен логотип DVB-T2. Во-вторых, точно так же вы можете скачать модели цифровых приставок на этом сайте и выбрать вас интересующую. Но практика, которую мы имеем, она говорит о том, что лучше всего брать цифровые приставки, у которых выносной блок питания. Они более надежные, они к перегреву более устойчивые, то есть работают длительное время. Что касается стоимости, стоимость она начинается буквально от 700 и выше, и до 2, и до 3000 рублей. Причем функционально, если говорить они все одинаковые с точки зрения просмотра цифрового эфирного телевидения. А отличаются они различными, так сказать, дополнительными сервисами. Это
программы отложенного просмотра передач, это там различные будильники, это там еще это самое, возможность подключения через Wi-Fi, интернета, то есть это уже, будем так Вот, говорить. то есть 700, 800, 900 рублей заплатил, купил приставку, если она необходима, и больше за эфир, за все это никогда не платишь. Ну, Правильно? мы обеспечиваем конституционное право граждан Российской Федерации, в том За эфир числе, не платишь, за да, сигнал не платишь, ни за что не платишь. на информацию. Поэтому каждый житель и гражданин Российской Федерации, в том числе Чеченской Республики, имеет право бесплатного доступа к информации. А еще раз, каким телевизорам не нужны приставки? Еще раз. Ну, практически всем телевизорам, которые сейчас продаются у нас в магазинах, приставки не нужны. А, современным. Да, ну я же говорю, на протяжении последних 10 лет на территории Российской Федерации изготавливаются и поставляются только телевизоры, которые имеют формат DVB-T2. Хорошая информация. Продолжаем. Как настроить оборудование, если это вызывает трудности? Вот так он звучит, наш вопрос. Как настроить оборудование? У нас есть телефон круглосуточной федеральной горячей линии, то есть, подчеркиваю, круглосуточная. Вы можете глубокой ночью, если у вас возникают проблемы с приемом, позвонить на этот телефон. Телефон бесплатный, звонок по России бесплатный. И запоминается очень легко, и опять же, если кто-то хочет его актуально посмотреть, на этом сайте вы прекрасно можете его увидеть. Все дороги ведут на сайт. Да, и причем еще раз подчеркиваю, легко и просто набирается rtrs.rf. Вот. И запоминается тоже он это несложно, это 8 800 обязательные, как говорится, эти реквизиты федеральных горячих линий. Потом 220 это напряжение в сети, которое у нас существует, да. Потом последние цифры 20 и 02, то есть перевертыш. Все. 8 800 220 20 02. Вы можете обратиться, консультанты постоянно на прямой связи, они вам расскажут, как правильно выбрать, подключить, настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения. В случае, если возникают проблемы и у консультантов, то они берут ваш звонок на контроль, потом идет обратная связь с нами, и тогда наши уже специалисты конкретно выезжают к этому человеку, если он не смог решить эту проблему. Вот хорошо, что мы вас сегодня пригласили в студию программы «Актуальная И, кстати, тема». там есть же в том числе на этом сайте часто задаваемый уже набор архивный, часто задаваемых вопросов телезрителями в разделе «Обратная связь». То есть можно почитать, и, может быть, вы найдете ответ на свою проблему, как ее решить. Ну, тут такой вопрос, вам решать, ваш ли этот вопрос или нет. Ну, давайте, действительно, решайте сами. Необходима ли приставка для просмотра федеральных и региональных каналов при наличии кабельного телевидения? Ну, вообще-то необходимо. С одной стороны, да, потому что кабельное телевидение обычно в формате подается на вход телевизора в формате DVB-C. Если мы говорим эфирное телевидение, это DVB-T2, то там DVB-C. Соответственно, есть телевизоры, которые имеют встроенный тюнер формата DVB-C, то тогда, наверное, не нужно. Но будем так говорить, в основном это основная масса телевизоров, которые в продаже у нас, они этот формат не поддерживают. Поэтому для того, чтобы кабельное телевидение смотреть, нужно купить приставку формата DVB-C2. DVB-C, да, она стоит приблизительно тоже, диапазон, это самая стоимость, и начинается в таких же, там, от 800 где-то рублей. Подчеркнем, что это для кабельного телевидения. Для кабельного. Но самое удивительное, что этот вопрос задан, если жителям Чеченской Республики, то могу довести до сведения, на сегодняшний день, насколько я знаю, ни одного кабельного оператора официально на территории Чеченской Республики не зарегистрировано. Хотя настоятельно, и мы, кстати, в этом плане уникальный регион, потому что из всех остальных регионов только мы единственный, наверное, где нет кабельного телевидения.
Хотя это настоятельная необходимость в свете того, что вот мы с вами говорили о том, что когда крупноэтажная, многоэтажная застройка, существуют определенные проблемы с приемом у некоторых жителей это самое телевидение. Но главный вопрос был, вопрос поступил, и мы на него ответили. Продолжаем. Какие альтернативы приставкам существуют на сегодняшний день? Приставки разные нужны, приставки разные важны, да. Ну, вопрос какой-то не очень конкретный, но я могу ответить тогда так. Альтернативы есть существующим приставкам? Скажем так, я перефразирую уже. Ну, если у вас смарт-телевизор, то альтернатива есть. То есть, если вы живете в черте города или учитывая, как у нас в Войнах Телеком сильно развит по республике, то при наличии стабильного безлимитного интернет-соединения, то альтернативой может быть IPTV. Понятно. Вот легко и просто. Возможно ли бесплатная трансляция мультиплекса в общественных местах? Ну, в принципе, никто не мешает это делать, но, будем так говорить, наверное, это нецелесообразно, потому что у каждого аудитории возрастной или даже по половому признаку свои какие-то каналы, то есть есть женские каналы, есть мужские каналы, то есть мы говорим о том, что НТВ считается по умолчанию мужской канал, допустим, есть это самое чисто женские каналы, потом детские каналы, молодежные. И сложно представить, как это коллективно люди разных возрастов будут смотреть один и тот же канал. То есть для этого вот тогда придется ставить 2 десятка телевизоров, там, наверное, или 2 десятка мониторов, но они реально будут мешать друг другу просмотру. Но трансляция возможно, если такое как-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь произойдет? Нет, пожалуйста, никаких проблем, но чисто технически В кафе, там, в ресторанах, я не знаю. Не, ну в кафе, ресторанах, да, и, кстати, они зачастую это делают, это не это самое законодательством не ограничивается. То есть авторские права здесь или какие-то лицензионные требования не устанавливаются. Вот, скорее всего, автор вопроса это и хотел услышать. И последний на сегодня наш вопрос. Каковы преимущества цифрового эфирного ТВ от РТРС по сравнению с коммерческими предложениями? Ну вот смотрите, для просмотра телепрограмм со спутника, допустим, да, нужно приобрести комплект в составе параболической антенны, тюнера. И самое главное, проводить периодические платежи. Они достаточно высокие, с одной стороны, да. Вот. Потом проблема с установкой параболической антенны, так называемой тарелки. Не всегда на фасад здания, вот, допустим, опять же, согласно градостроительного кодекса, мы самовольно не можем изменять фасад здания и без соответствующего согласования и разрешения это самое, мэрии Грозного, допустим, самостоятельно устанавливать нельзя эту тарелку, тем более, если это фасад внешний. Вот. И не всегда доступные окна смотрят непосредственно в сторону спутников. Обычно спутники все висят на юге, да? Соответственно, если у вас окна выходят на север, то вы должны тогда тянуть на крышу где-то ставить или с соседом договариваться, который на юге, чтобы у него на окне где-то поставить. Вот. Кабельное, если рассматривать телевидение, то ну, там тоже это на платной основе. Вот цифровое эфирное телевидение, которое мы это самое предоставляем, оно, во-первых, бесплатное. А во-вторых, по статистике домохозяйства чаще всего вот, смотрят от 3 до 6 телеканалов. Вот. И если они попадают в мультиплекс, эти два, то становится бессмысленным пользоваться платными услугами операторов. Поэтому вот здесь все сводится к этому. Тем более, что можно говорить, если про кабельное телевидение, то там это частная предпринимательская деятельность, и нет гарантии, что завтра этот оператор прекратит свою деятельность. Что касается нашего цифрового эфирного телевидения, то это государственное вещание, соответственно, пока существует государство российское, конституционные права граждан будут обеспечиваться неукоснительно на право информации. Поэтому вот, если мы все это с вами
вместе посмотрим. Ну, еще чисто практически могу сказать то, что хотя все и вещают в формате SD, ну, будем говорить, такие базовые пакеты, да, но, тем не менее, вот попытки сэкономить полосы пропускания, уплотнения различные, которые делают и кабельщики, и это самое, вещатели спутниковые, приводят к потере качества. И на сегодняшний день все эксперты в один голос заявляют, что картинка, которую мы предоставляем цифрового эфирного телевидения, она ну, гораздо лучше, чем это самое, аналогичные картинки. То есть подключи цифру, и будет хорошая, красивая картинка, и хороший звук. И будет вам счастье. И будет вам счастье. И в войнах будете смотреть. И война, кстати, могу сказать, что да, вот в результате модернизации и перехода на цифру получил уникальную возможность. То есть он стал не конкурентоспособен, вернее, другие стали неконкурентоспособны телеканалы по отношению к нему, потому что ну, 99,6% населения имеют возможность, даже в самых отдаленных горных районах, это там Шаройский и назовите мне любой населенный пункт, я вам скажу, что они там смотрят в войнах и слушают в войнах. Приятно это слышать. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы наших телезрителей, высказали свое мнение. Удачи. Всего хорошего. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор филиала российской телевизионной радиовещательной сети РТРС, радиотелевизионного передающего центра Чеченской Республики РТПЦ Сергей Еременко, заслуженный работник связи Российской Федерации, почетный радист. И напоследок, дорогие друзья, вопросы озвучены, ответы получены полностью и досконально. Решать вам. Что смотреть и как смотреть. Выбор за вами. И самое главное, не болейте. Будьте здоровы.